Красногорск готовится к уникальному мероприятию. Впервые в городском округе отметят Московский областной Сабантуй. В регионе традиционный татарский праздник пройдет в юбилейный 20-й раз. Как провести, чтобы было интересно жителям и гостям, обсудили на заседании оргкомитета торжества. В нем приняли участие представители администрации округа и татарской национально-культурной автономии Подмосковья. По сложившейся традиции перед Сабантуем пройдет целый ряд посвященных ему мероприятий. Организуем конкурсы сочинений и рисунков среди школьников конкретного города, района, где мы проводим Сабантуй. Это, в общем-то, из практики очень интересно. Я иногда читаю сочинения учащихся, которые разные национальности, дети пишут сочинения. Я просто восхищаюсь. Действительно, ребята входят в вот эту тему, пишут сочинения, и видно, что они заинтересовались, и они восприняли что-то, что есть такой народный праздник Сабантуй. С культурой татарского народа ближе познакомятся не только юные художники и писатели, но и спортсмены. Специально для них пройдут серии мастер-классов по борьбе на поясах. Ждут красногорцев и другие интересные программы. Сейчас мы подготовим большую, широкую программу. Это и будет и культурный круглый стол по национальным культурам и обсуждению проблем взаимодействия разных национальностей. Это будет также и рассказ о национальной культуре и, допустим, джалилийские чтения, которые проводят по Московской области во многих городах. Я уже слышала об этом. Красивые большие мероприятия, действительно с таким очень замечательным поэтом, который действительно присутствует во всех наших школьных учебниках. Сам праздник пройдет 14 июня в городском парке Красногорска. Жители и гости округа познакомятся с национальными играми и танцами, кухней и ремеслами, обычаями и традициями татарского народа. А тех, кому этого покажется мало, смогут принять участие и в турнире по поясной борьбе.